Мне кажется, я к вам вернусь под липким снегом, со стихами, в которых тает моя грусть, беззвучно шевеля губами. Я к вам вернусь из тех времен, из тех печальных наваждений, где часто повышали тон. А я молю о снисхождении. Оставьте в комнате меня, не заходите слишком часто. Здесь, тишину души храня, я дорожу печальным счастьем быть собой и соответствовать природе. Бог выдумал меня такой, унылой при плохой погоде, веселой в солнечные дни и влюбчивой до безобразия. Я к вам вернулась. Мы одни. Свершились все на свете казни. Суд совести и суд людей свершились. Кончились упреки. Мы старше всех земных морей. Мы перепутали все сроки. Стихотворение написано давно, очень давно. Я даже не помню, когда. И уже была такая книжка, которая называлась «Мне кажется, я к вам вернусь». И вот прошло 40 лет, как я начала писать стихи, и я подумала, что, наверное, уже можно вернуться, но вот в виде такой книги. Наташа Варламова, редактор моей книги, и соавтор этой книги еще Наталья Вострокнутова, художник, вот вы видите ее картинки, там еще вы найдете в самой книге, только не цветные. И вот эта обложка тоже ее. Очень удивила эта обложка, но потом я подумала, что в контексте вот этих стихов, да, как раз, поскольку мы перепутали все сроки, то «Летучий голландец» будет очень кстати для возвращения моего литературной жизни. Я даже не знаю, куда я вернулась. Может быть, к моим друзьям. И еще в появлении на свет этой книги участвовал Михаил Смагин, издатель. Тоже очень интересный человек, которого я видела 2 раза в жизни. Так что, если кому-то захочется издать свои стихи или что-нибудь, то обращайтесь. Очень хорошее качество. И Наташа все добивалась от меня в интервью определения, вернее, участия в моей жизни провинции или моего участия в жизни провинции, то есть как оно повлияло, как мы повлияли друг на друга, к какому итогу я пришла, вот всю свою судьбу творческую, живя в Ижевске. И вот это стихотворение не вошло случайно, может быть, не вошло просто в книжку, но оно написано тоже очень давно, буквально, вот на заре, наверняка еще в студенческие годы филфака. Провинция, для чего же жизнь моя бессобытийная? Азия, ница моя, скромная провинция, тихая-тихая, тополина липовая, милая провинция, не журавль, синица моя. Да чего ж спокойная, веселей покойника, на ау ни отклика, курица, не птица моя, провинция. Что же ты легла мне, на сердце не камнем, пророслась стихами, с почвы оголенной, кустиком зеленым. То есть я начну немножко с ранних. Голодный мальчик из трущоб, мой мозг на свалке ваших истин. Судья на ринге начал счет, бой без нокаутов немыслим. Я сплюну с кровью первый зуб из ряда будущих несчастий. Но те, которых часто бьют и не ломают, злее в страсти. Мне 21, наступает пора не женских, решительных, ранящих жестов. Предел, за которым прощаться пора с игрой в совершенство и несовершенство,
Предел, за которым убогость, вина, предел, за которым талантливость, участь, мой стыд, если мне не даются созвучия. Уж лучше до смерти друг друга замучить, сломайся, перо, и разбейся, волна. Стихотворение 1977 года. Насте Беловой. Настенька, понимаешь ли, хочется написать не целевую, комплексно, а стихи, например, о том, что дожди в Завьялово. Нужно ли миру знать погоду в МО Завьяловской? О, неприятие мер по предотвращению, то есть этого безобразия мокрого. Дождь, дождь, дождь. 3 дождя уже минули ливнями за окном, так беспардонно вклинились капли в процесс труда, что никакими силами, думаю, не о том, нет целевую, комплексную, думаю, не создать. Думаю, даже плановым методом целевым не приподнять культуру этот простой народ. Думаю, это лишнее. Трезвый или пьяный в дым не отзовется бедный мой добрый, глупый род. Думаю, небо синего хватит пока на всех. Думаю, что зеленую выслать наш путь травой сможет мое Завьялово. Это ли не успех? Это ли не культурою комплексно-целевой будем считать восторженно и ни копейки вложены? Юрию Аркадьевичу Пиявскому, это тоже стихи времен филфаковской молодости. Про Малихина не можете сказать? Я потом, ладно? Время придет принимать во внимание все, что принять во внимание должны. В ком субъективное бессодержание, в чем объективный критерий вины. В мире, увы, все во взаимосвязи, взаимодействии, но даже в неэстетической грязи можно взрастить золотое зерно. 22 мая 1978 года. А с Виктором, Юрием Михайловичем мы все время были оппоненты. Он на семинарах говорил: Киселева, ну что ты пишешь-то все про любовь? Ну нельзя же, ты вспомни Ахматова, как закончила, да, своими стишками про любовь. Ведь надо же про рабочий класс писать. И через несколько лет, я уже не работала на филфаке, мы с ним встретились, он говорит: не того учителя ты выбрала, Ольга Николаевна. Я занималась у Кормана и 3 раза не поступила в аспирантуру. Он говорит: вот Надя-то у нас на кафедре уже доцент. Я говорю: ну я вообще не жалею, что я у Кормана занималась. Несмотря на то, что я не стала доцентом. Ну, каждому свое, наверное. Еще, поскольку, да, много очень стихов в этом сборнике написаны конкретным людям, и вот сейчас отзывы мне приходят, что, ну, я дарю ведь тоже людям своего круга, да, которые очень хорошо знают филфак, в основном там встречаются фамилии, например, Чулков, и народ очень реагирует хорошо на фамилию Чулков. Это чуть ли не главная моя приманочка в этом сборнике. Мы с ним поругались опять в Фейсбуке. Вот. Я понимаю, что людям, ну, правда, вот Кочин тоже часто встречается, но Кочины вообще особые явления, они совершенно нормально реагируют на то, что я пишу про них. Даже на пьесы, в котором Кочин главный герой. То есть вообще они уже, видимо, так привыкли, да? Вот. Надо сказать, что понимаю, что людям немножко неловко вот бывает, ну, становиться лирическими героями, потому что я это тоже испытала в своей жизни. Я вам сейчас перечитаю стихотворение Марины Остапенко, которое я очень долго не могла принять из-за одного единственного слова «негодной». То есть она, значит, меня так написала. Стихотворение вообще чудесное.
И слово это очень, кстати, ну, то есть очень уместно в этом контексте. И оно вообще прекрасное. Но я совершенно не могла его принять вот из-за этого одного слова. Слушайте, какое чудо. Называется шарманкой. Кружится, кружится, кружится упрямый, чуть хриплый вальсок. И вслед ему тонкие лица, промытые шелестом строк. Не спорит, не кроет, не режет, ведь правда и вправду в другом. Работа, служение надежды, как свет времен, каждому в дом. Но кто-то же должен, мы помним, заветную дверцу открыть, метраж просто песней наполнить, стихи просто так подарить. За ручку старинную взяться, шарманку на плечи взвалить, ни модной, ни годной держаться, по лужам, по душам бродить. Не сохнуть, не глохнуть, не киснуть, нести свой ларец точно крест, и зрелые мысли, как листья, все под ноги, столько уж лет. Но с ветром от Феды привет, и с юга от Анны словцов, осенней любовью согрета по-чеховски грусть с озорством, и женщинам высшим признанием дарует судьба быть ее. Шарманка не груз наказания, а точка опоры ее. Вот такое чудное стихотворение. И там в книжке вы найдете, это аплодисменты Марине Лаврентьевой Остапенко. Заложники, написано оно после Норд-Оста Владимиру Мирошкину. Вот установится зима, мы снова встретимся с друзьями. И в общей оркестровой яме попробуем сойти с ума. Но горе ум не повредит, а в трезвой памяти попробуй по образу и по подобию жить, будто он над нами бдит. Нет, Боже, Ты забыл про нас. Мы ссор земли, ее отходы. Твоя ошибка, стыд природы. Хотел спасти, да вот не спас. А сколько на земле людей и не мечтают о спасении, прикидывая, кто главней, Иисус, Аллах, чье выше мнение? А может, меж собой решат Христос с Аллахом? Вместе, Боже, договоритесь, чья душа, каких племен ценнее, дороже. И будут нас сортировать по пятницам и по субботам, и в рай ли, в ад ли отправлять, согласно утвержденным квотам. Но что нам боги? Что весь мир? Пришла зима, и мы с друзьями навек в той оркестровой яме, чья миссия теперь сортир. Норд-Ост тоже мы забыли сейчас. Такой поток информации так стремительно нас захватывает, куда-то уносит моментально, что как-то уже нет времени, да, что-то осмыслить, что-то обсудить по-настоящему. И вот одно из последних, тоже не вошло еще в книжку. Французские дети жгут паспорта, избегают запрещенный в РФ ИГИЛ. Надоела им вязкая буржуазная патока, сладкая, как моча диабетика. Где ты был, спросит тебя маджахет. Где ты был, неверный, когда я бил натовских оловянных солдатиков? А это ваши билетики в ваш ад и голову с плеч. Узнай своего Бога, говорит тебе маджахет, узнай при встрече. И последнее, что твоя отрезанная голова прошепчет: Господи Боже, возьми меня в свой рай, возьми меня в рай. А ведь ты был агностиком. Эй, полегче. Говоришь ты зло, не понимая еще, насколько всепланетная война близко, уже почитаю тебя под носом. Но ты не хочешь об этом знать. Знать не хочешь, и только острые мысли жужжат, жужжат, будто злые осы. Про политику больше не будем. Февраль. Сегодня последний день февраля. 22 февраля 1979 года. Видимо, скоро конец февралю. Кажется, солнце сквозь стекла горячим
Что-то длинна полоса неудачи. Жалко, что я никого не люблю. Нынче на рынке цветы по рублю. Месяц прошел суетливо и вяло, лучше бы я его вовсе не знала. Жалко, что я никого не люблю. Что посулят мне, что я посулю? Взгляд мой рассеянно бродит по лицам, раньше весны ничего не случится. Жалко, что я никого не люблю. Только скорей бы конец февралю. Верю, что март февралю не родня. Можно понять, что не любят меня, но невозможно, что я не люблю. Март пришел, легко ломая сваи, старые опоры, ничего не понимая в жизни, выхожу из спора. Ничего не понимаю в жизни, всех знакомых лица заново перечитаю, в 100-й раз одну страницу. Вглядываюсь, сострадаю, устаю жалеть и помнить, ничего не понимаю, что хочу, для чего мне. И не вылечишь от боли словом, не спасешь советом. Кто ж опять тебя не волит, говорит со мной об этом? В марте все слова не кстати, солнце, воздуха, простора. Падая в твои объятия жизни, я ухожу от спора. Виктору Ивановичу Чулкову, 93-й год, осень, тоже не вошло в этот сборник. Как ангел вы явились предо мною, как грешный ангел в кожанке, как жлоб. В ловчонке книжной, с хладной душою, мой грешный ангел городских трущоб. Вы пишете о Пушкине талмуды, а я мараю чей-то детектив, но грешник вы, однако, почему-то, а я святая. Как там ни крути. О нет, шучу, простите, бесконечно вы святы. Я по-прежнему грешна. Я в этом признаюсь чистосердечно. Ведь райский сад цветет не для меня. А потом мне сказали, что Чулкова кто-то побил и сняли с него кожаную куртку, которой я так позавидовала. Дикая боль, не лги, не объясняй мне, можешь сильным быть, не люби, чувствую тебя кожей, жалуешься, устал, в жизни, где все в разброде, все неспроста, проста только любовь в природе. Голос твой глух, как стон, встань на колени, если веришь, что не влюблен. Я потеряла песню, песня лишилась сна, речи, волшебной силы, думая, что сполна жизнь меня проучила. Жаль, не идут мне впрок злые твои уроки. Ты же еще не Бог, может, добрее Бога. Все это все, пока. Ты ведь ни в чем не клялся. Выше, чем облака, ангел меня заждался. Весь день я просидела дома и слушала, как за окном дождь с ветром говорят о том, что им печаль моя знакома. И как они наперебой стараются меня уверить, что боль моя еще не боль, покуда есть такие двери, куда могу я постучать и спрятаться от непогоды, где можно просто помолчать, где ждут меня не дни, а годы, где чай готовят и постель, волнуются, не досыпают, так много дней, ночей, недель, где ждут прощения и прощают. Не хотел больше про политику, но вот это читаю. Родина и культура. Я пишу отчеты о том, как крепчает он, наш гражданский патриотизм, и трава растет. Кое-что, правда, падает. Слышишь звон? Кремль одно тревожит. Забота о вас, народ. Для чего культура? Наивно я скажу, для чего нам воздух? Еще для чего нам хлеб? Вроде бы все понятно, не то что в голове. Ежу. Может быть, президент наш оглох, поглупел, ослеп. Ты пойми, все к культуре сводится, дорогой. Из культуры-то, милый мой, все растет. Капиталы в банке и домики над рекой, и со стерхами твой над страной пролет. Улитка. Это стихотворение памятное тем, что оно написано после
после молодежного проекта «Улица улиток», который Юрий Дремин и Дина Байкова делали в свое время. Они создали пространство, то есть идея проекта была в том, чтобы создать пространство, где можно было бы творить. Вот, и мы там с поэтами сидели, писали стихи про улитки. Я написала 2 неудачных, пришла домой и написала такое стихотворение, которое едва ли не моим любимым стало. И даже на филфаке понравилось. Время вползает спиралью улиткой в черные дыры бездонной улыбки. Кроны кудрявые дивной долины, словно фрагменты старинной картины. Это голландцы, душа прояснилась. Было давно это. Как я влюбилась в рек половодья и в капельки влаги. Кляксы и чернила на белой бумаге. Мальчики, потные крышками парты, хлопают в детском щенячьем азарте в школе начальной, первой и Гринской. Это о чем я? Как плох мой английский. Я копошилась в грязи под ракитой. Вижу, улитка, боже, улитка. Время сжимается черной спиралью. Я умираю, не гениально. Начало сборника. Мне показалось вдруг, что я молода, одинока, никому не нужна в отчаянии, и без правил меня бьет судьба, и такая в душе тревога, словно кто-то меня навсегда оставил. Но как хорошо быть молодой, никому не нужной. Все впереди, и еще ты не ведаешь, с кем ты родишь детей и состаришься тихо, красиво, дружно. Еще не ведаешь про все эти сантименты, про старые сны, про внучку, про пенсию. Как ни странно, но быть молодой, одинокой – это судьбы подарок, когда впереди и любовь, и счастье, а мир желанный чудится чередою увитых розами арок. Это 6 июня 2015 года, а вот в 1975 году переписала. Опять перестуком пульсирует жилка, мятежно стучит у виска. Мой путь только начат, еще не развилка, тебя не забыла пока. В дороге всегда повороты крутые, мы рисковать не должны. Но спутники оба совсем холостые, галантны, остры и нежны. Я словно преступник, сбежавший от стражи, мне весело мчаться к огню. Мой путь только начат, и в общем не важно, кому еще я изменю. Ижевск, 1980. И я неохотно признаюсь в любви к тебе, мой скучнейший, бесцветнейший город, который для ругани лакомый повод, который не хочешь любить, и порви, как рвут до обиды привычную связь, ищут любви не простой, а жемчужной. Ведь есть она где-то, а здесь только грязь да мокрое лето, пьянчуги да лужи. Я тоже хотела эффектной любви, смешной, как трамвайчики старой Одессы, внушительной, как петербургские львы, трагической, как баррикады на Пресне. Я тоже хотела не этот любить, который любить и смешно, и не нужно, которым от холода сердце знобит, и дождь иногда выпадает жемчужный. За снег, за дождь, за желтый лист, за серый город, за каприз, за то, что я похожа на всех. Спасибо, Боже, за вот этот мокрый, нудный снег, в который лучший человек ушел, и я под вечер одна до новой встречи. За этот снег, за дождь, за сад, который 8 лет назад садили мама и отец. За этот сад, судьбы или нет. За те игрушки, что всегда разбросаны, о, не беда, пусть снова разбросают, и детям все прощают. А в доме тихо и светло, а в доме книги и тепло. И я без сына с дочкой скучаю в одиночку. А завтра будет полный дом, и шум, и гам, и мы вдвоем, и старики, и дети, и сердце не заметит.
Что мокрый снег, что дождь, что грязь, что скука в город забралась. Вообще-то эта песня тоже нет в книге. Называется «Счастливая соперница». Очень давнишняя. Вошла в чужую жизнь отчаянно и дерзко. Прости, но твой каприз серьезен не по-детски. А впрочем, что за спрос с твоей вины невольной? Ты не задашь вопрос? Скажи, тебе не больно? Что я могу сказать? Я не открою тайны. Быть брошенной печально, приятней отнимать. А я о той цене, которая дается за наше благородство, за женское вдвойне. Но, милая, поверь, никто отнять не властен того, что есть во мне, талант, веселое счастье. Это июнь, это грозы и свежесть, это редиска и зелень в салате, это моя мимолетная нежность к вам, не мужья, а по-прежнему братья. Это отъезды и редкие письма, летнее платье разбросаны всюду, это разброд в чемоданах и мыслях, и ощущение риска и чуда. Это предчувствие, что-то случится завтра, и разом минуют невзгоды, лишь бы под осень к тебе возвратиться, снова влюбившись на долгие годы. Это я уже читаю стихи из цикла, даже из книжки «Портрет моего любимого мужчины». Посвящается Сергею Петровичу Голину. Написано 30 лет назад. В книге она полностью опубликована первый раз. Мечта моя 30-летней давности исполнилась. Вот. А я так несколько фрагментов прочитаю. Горит в твоей комнате свет, соблазняет на чай гитару случайных друзей. Балкон не закрыт, и любой отвлекает. Пожизненно дом твой открытых дверей. За окнами ливень сменяется снегом, и осень за летом, за ночью рассвет. А в комнате этой конца нет беседам о чем-то. И дверь есть, и выхода нет. Нет дома, кроме дома, в холодном октябре, среди чужих знакомых, одна я на земле. Но вечер — это вечер, он всех ведет домой. А может быть, так легче на всей земле одной? Холодные рассветы и иней на заре. О, где же ты и с кем ты один на всей земле? Оно приходит, как испуг, по прогнозам вашим неподвластно. Оно, тоскливое ненастье души, сошедшей из круга вдруг. Оно не дело ваших рук, оно ничем не объяснимо. Мое печальное предзимье, мой новый нелюдимый друг. О, тоже старый. Это я пока старые читаю очень стихи. Третья мировая называется, или сон. И люди обратятся в пепел, и книги обратятся в пепел, и мысли обратятся в пепел. И будет ветер пеленать наш общий труп на пепелище. О людях будет помнить ветер, о книгах будет помнить ветер, о мыслях будет помнить ветер, над пепелищем завывать. О ком? Зачем? Кого он ищет? Павлу Евгеньевичу Назарову. Книги я уж не стала им посвящение писать. Потерялся совсем куда-то. Сгинул мой герой. За то, что ты влюблен в Ижевск, как я. За то, что ты не пренебрег стихами. Твое окно над буквой «И» в рекламе. Мне нравится. Мы с ним уже друзья. За то, что нами город наш согрет, и за окном над буквой «И» в рекламе, мне кажется, и через много лет мы встретимся старинными друзьями. Уже вошло в привычку, что на твое окно мой взгляд скользнет, как спичку зажжет, когда темно.
И пусть окно горит над буквой «И» в рекламе, и встречу нам сулит старинными друзьями. Вечер встречи, ты ничего не замечал, да ничего и не случилось. Но от того, что ты стоял так близко, голова кружилась. Снег в переулке засиял несбывшимся 10 классом. Ты никогда не провожал меня из школы, а напрасно. И школьные мои мечты внезапно мною овладели. И снова не заметил ты. Да и к чему на самом деле? Ты ничего не замечал, ты ни на что не отозвался. И только голос твой звучал несбывшимся 10 классом. Любимому доктору цикл называется. Я ему письма посылала, он был женат, он потом сказал, что из-за этих писем развелся. Я думаю, вряд ли. Опять грозит запойная тоска по поводу несовершенства мира. И не хватает одного штриха, чтоб отражение в зеркале убило. И не хватает одного чуть-чуть, чтоб губы мне проклятием обуглить. Но можно заглянуть на 5 минут к друзьям и вместе горевать о людях. А Сашу Коромыслова вы знаете? Да. Кто-то знает, наверное, Воткинский поэт. Да. У него был проект в 2004 году на культурной столице «Корабль дураков». Но они его не сделали толком, Воткинский. Они деньги не смогли выбить. А мне библиотека Некрасова выбила на крылатый трамвай. И мы его сделали. И такое шуточное стихотворение Саши Коромыслова. Саше Коромыслову, то есть крылатому трамваю, от крылатого трамвая к кораблю дураков. Саша Коромыслов, в небе облако повисло, тучка к Воткинску летит, только час от нас в пути. Говорят поэт с поэтом, ни о том и ни об этом, будь то вяжут узелки с левой, с правой или руки. Рифмы сами набегают, а от пристани в трамвае дураки летят с шарами, будто ангелы за нами. Саша Коромыслов, рифмовать легко без смысла, но совсем другая штука объяснять все по науке. У кого в душе культура, тот ее рифмует с дурой, а у кого в сердцах любовь, тот и стая дураков. И поэт поэту дорог, нарисуй, художник, город, нет культурную столицу. Улетим, как в небо птицы. Правы вы, о мэтр Иосиф Бродский. Русская словесность главная, слова и осень, остальное просто местность. Вся планета – захолустье. Да не вы, как и до сены, наши с вами души в устье жизни, встреча во Вселенной. Посему мы поставим на этом точки. Я от вас не дождусь ни письма, ни строчки. Я от вас не рожу ни сынка, ни дочки. И, возможно, Ижевск мой других не хуже, но в Париже немного другие лужи. Вот Александра Пушкина поставит у второго затрапезного, у корпуса родного, у старого, прогнившего, так долго нас любившего, так много нам простившего и все еще живого. Поставим рядом Пушкина и скажем: Пушкин, брат, шепни на ушко нам, кто больше виноват. Посмотрит Пушкин весело и скажет: ничего, вот Пугачев повесил бы вас всех до одного. А в старом здании народу ходит тьма, вокзал ли тут, собрание, как не сойти с ума? Студенты ль понаехали, красотки в декольте сиреневыми веками расстреливают всех, коленками, лодыжками и модненькими стрижками уложат наповал. Ах, Пушкин, ты попал в универсальный рай, на ярмарку невест. Что хочешь, выбирай, пока не надоест. Ах, корпус мой второй, прогнивший и больной. Не падай, стой, борись, за Пушкина держись. Прикроем добрым гением свой стыд и срам и блуд. Помолимся о Филе, потомки нам зачтут.
94-й год. На перекрестке лет и дней мне нечего сказать. Я вижу мост над речкой, в ней вернулось время вспять. Над речкой тусклый день вставал, здесь у костра друзья, у берега речной вокзал, и плещется струя. Я думаю, сказать бы им, но мне не встать с песка. Я бьюсь, хватая горлом дым, дымок от костерка. Я рыба, снятая с крючка, а котелок кипит. Кричу я, вспять бежит река, но рыбий рот молчит. А кто ваш любимый поэт? Мой любимый поэт. Ну, последняя моя любовь из профессионалов Бродский, а еще я очень люблю поэтов Ижевска. Вот Андрей Гоголев, Таня Репина, эти книжки, которые я недавно приобрела у них, потрясающие совершенно. Сережа Ищенко, мой любимый поэт, давно, уже 20 лет. И Володя Мирошкин, то есть это вот наш. Сережа, по-моему, пришел, я плохо, но узнал. Вот. А вообще по жизни я очень любила Блока. Ужасно, то есть я его перечитала всего. И «Серебряный век», Пастернак, Цветаева, Ахматова, Мандельштам. Это были наши поэты филфаковские, любимые, от которых мы просто сходили с ума. Все переписывали, читали друг другу вслух, собирались в общежитии филфака, сидели при свечах и читали стихи вслух друг другу. На мой взгляд, творчество Оли Алексеевой по форме приближено к дневниковым записям, где автор решает свои ежедневные проблемы, излагает впечатления, ставит вопросы, на которые порой множество ответов, или, цитирую, «Мне нравится неспешность тех бесед, где паузы равны тысячелетиям, где можно сотни лет порождать ответа, прекрасно зная, что ответа нет». То есть мне очень нравится вот этот кусочек, он для меня очень актуален, поэтому, собственно говоря, единственное, что я хотела сегодня процитировать из творчества Оли Алексеевой. Мне приятно, что мы познакомились, и самое главное, это была не моя инициатива оформления книги, это была инициатива вот Наташи Варламовой. Поэзию надо долго осмыслить, чтобы сказать о чем-то, потому что если это слабенькая поэзия, можно сразу сказать. Если это хорошая поэзия, высокая поэзия, надо ее носить в душе, где-то найти какой-то сквозной мотив, связать с жизнью. Ну, я прежде всего хочу сказать словами название издательства. Я не знаю, это издательство «Монпаражон». Это не название. Но в переводе по-удмуртски, с удмуртского это «я поражен». Вот «мон» – это «я», «поражен» – это «поражен». Не то, что с удмуртского, а с общего. Да, я действительно, хотя я вместе работал с Ольгой Николаевной, года 2-3, наверное, но я не ожидал, что она пишет стихи, потому что для стихов она, для поэта она слишком добросовестная. И слишком она долго сидела за работой. И сидела она над цифрами, над обобщениями документов. И вот вдруг поэтесса, потому что я не знал первой книги, я знаю, что она что-то пишет, вот, но чтобы она написала такую книгу, и при том, ну, когда люди постоянно не пишут, как бы не сдаются, они собирают все, что у них есть, и книга получается, ну, какой-то такой смесью. А тут система, тут столько аспектов жизни здесь входит в книгу, и так много сказано. И книга, кто-то сказал как-то точно, что это такая дневниковая как бы запись, и она склоняется скорее к лирической прозе, чем к поэзии, и поэтому много здесь и верлибра. Да, в этих стихах вот два мотива меня пока вот
увлекли, это вот какой-то образ Завьялова. Не о конкретном Завьялове. Конкретного Завьялова там мало. Но Завьялова некое место, как поэтизируется, где место вдохновения, где место, которое зовет, где отдыхает и возвышается душа, как это старая Русса в русской поэзии, Переделкина, Коктебель. Она заявила такую тему, что это как бы по-новому звучит. Да, у Хлебникова Ижевск поэтизируется, у других, у Жилина. Но вот как бы расширяется тематика поэзии. И вообще ведь, прочитав, не полностью просмотрев эту книгу, вы сидите, Софья Николаевна, это сложно, наверное. Значит, я подумал, что вот пришла к нам еще одна поэтесса, потому что, знаете, сейчас очень сильно развивается в Удмуртии, в Ижевске русская поэзия. Ведь мы 40-е, 50-е, 30-е, это была удмуртская поэзия. Там классика создавалась в 20-е, 30-е годы, потому что люди хорошо знали свой язык. Сегодня они плохо знают, потому что были много ударов сделано по языку. А вот посмотрите, как сегодня русская поэзия развивается. Вот был у нас Хлебник, то есть это Поскребышев, он как бы был один. Вокруг него не было других как бы поэтов, он был один, сильный поэт Некрасовской школы. А потом вот Демьянов, вот Гулин, вот кто еще, не могу сразу вспомнить, и женские, это Верина, Зимина, Ольга Денисова. Это очень интересные поэты. Ну и вот Ольга Николаевна пришла, и она назвала уже молодых поэтов. И при том, чтобы вот заметить, молодого поэта достаточно, чтобы он написал одно стихотворение, он сразу заметен. Вот Гоголев назвали, да? Написал он стихотворение о Герде. Герд и Герц. Там рифмуется, такое сильное стихотворение, да. Вот Ольга Николаевна, она для меня вот такая поэтесса, немножко домашняя, настолько юмора, иронии, сарказма. Где-то вот она прочитала о Пушкине стихотворение совершенно цельное, великолепное стихотворение Ольги Николаевны. Я впервые слышу, здесь, по-моему, нет его, да? Или есть, я еще не успел. Ну, совершенно замечательное стихотворение. И сама предыстория, как все это делалось, и памятник Пушкина, и все. Конечно, это интересно. Но вот для меня ваша поэзия, вот где-то образ мне выстраивается вот такой женщины, которая вырывается из быта, трудного быта, тяжелого быта, семейного, общественный, вообще. И как-то все это ведь зримо показано. Дело не в том, что это высказано. Это зримо показано, как это вырывается дух. Конечно, здесь где-то ассоциируется с Ахматовским, что поэзия из какого ссора, там, но это как бы декларация. А она показывает, это мы видим изображение, как это выходит. И она читала уже стихотворение, она плохо читала. Я вам почитаю, как я чувствую. Юрию Аркадьевичу Княвскому. Время придет принимать во внимание все, что принять во внимание должны. Классические строки. Замечательные. Ну, прямо афористичные. Время придет принимать во внимание все, что принять во внимание должны. В чем субъективное без содержания, в чем объективный критерий вины. Как сильно это. В чем объективный критерий вины? Это же философский вопрос. Вечный вопрос. В мире, увы, все в взаимосвязи, взаимодействии, но даже и не эстетической грязи можно взрастить золотое зерно. Пожалуй, меня как-то немножко коробит это не эстетической грязи, но это частность.
И совершенно замечательное, значит, еще раз приведу стихотворение, и много таких стихов чеканных, таких очень лирического верлибра. И вот это целый цикл по филфаке. Это работает тоже на ауру филфака, потому что сейчас это очень актуально. Хотя это не публицистические стихи, но он очень звучит публицистично, Ольга Николаевна, потому что все хотят идти в экономику, юриспруденцию, даже журналистику уже не хотят. Вот филфак, это филфак уже проблема вот идти на такие факультеты, так что... А там дух, там на филфаке воспитываются хорошие жены, невесты, красавицы. У нас, как Олег, как Демьянов сказал, что романо-германский, это романо-германский факультет, это же это поставщик красоты на всю республику. Ну вот, я продолжаю размышлять, Ольга Николаевна, над вашими стихами. Вот, я поздравляю, это очень хорошо, мне кажется. Вот, надо вступать в члены Союза писателей. Значит, я просто, мы же дворовая группа, играли всю на гитарах, пели свои собственные песенки. Очень увлекались группой «Аквариум», в общем, мы все это делали всегда с детства. Играли на разных рок-фестивалях, как в то время было принято. В какой-то момент появляется вот женщина. Вот представьте себе, очень много-много людей, как бы концерт или не концерт, или просто вот это вот очень много людей. И вдруг так, как бы волны этого моря расходятся, и вдруг появляется такая женщина. И говорит: привет, я тебя знаю. И мне, и я почему-то, как бы, она во мне своего что-то знала. И я вот тоже как-то проникся и понял, что то, что она мне сейчас скажет, будет очень важно. И действительно, то, что она мне сказала, определило мою деятельность на несколько лет вперед. Вот. И я ей очень благодарен, и всегда говорю спасибо мысленно. Мне показалось, что вот если бы ты была в племени А я в племени Б, мы бы, конечно, вступали в какие-то взаимодействия. Но вот вдруг в одном из племен сделали самолет из соломы и получили преимущество над соседом. И можно рукой посыпать листьями, листовками. Мне кажется, вообще поэзия – это, с одной стороны, занятие протокольное, когда человек, используя себя, свою жизнь, составляет эмоциональный, философский, какой еще подсказывает, протокол во всех ипостасях человеческой жизни. Значит, а племена я не просто так помянул. Когда ты понимаешь, что твой протокол летает, появляется искушение отомстить из одного времени другому времени. Это вообще поэзия как способ мести. Это точно. Я попадаю? Да. Да. Самый точно. Спасибо. Ну, кто поймет, тот поймет.